Ребята, всем привет! Сегодня рыбалочка такая спонтанная. После работы выехал на пруд, точнее на лужу. Здесь уже все высохло и осталась небольшая такая лужа. Здесь есть некрупная щука, может быть, кстати, есть и крупная, я не знаю, и окунь. Попробуем сейчас его с вами поймать. Это крайняя рыбалка у нас на всяких болотах. Будет уже на следующей неделе открытие рыболовного сезона, закончится запрет, и мы с вами поедем на большую воду. Вертолет сзади меня где-то летит. Он прям надо мной. Ничего себе! В этой деревне летают вертолеты. Значит, хочу порекомендовать вам группу ВКонтакте Грузила РФ, где вы сможете заказать любые грузила для рыбалки. Разборные чебурашки для джиговой ловли, кормушки, маркерные груза, бананы, оливки и все остальное. Ссылка на группу будет в описании. А я сейчас собираю спиннинг, и мы начинаем с вами рыбачить. Поехали! Приступим к рыбалке. Значит, спиннинг у меня фаворит Bluebird с тестом 0,5, нижний и верхний 5 граммов. Катушка Legalis 2000 Daiwa. Шнур 0,6 по Японии. Воблер Cheerful от Phantom 21. Попробуем поймать местных обитателей. Последние дни стоит жара страшная. Не знаю, как это скажется на клев. Днем была гроза, сегодня сильная тоже. С градом даже, по-моему, в некоторых местах. Но из-за того, что жарко, все высохло. Здесь тоже был дождик, по всей видимости. Долго не будем задерживаться, поперемещаемся сюда, вон там вон заводь. По-быстренькому. Солнышко уже садится, время 7 часов вечера. На улице 22 градуса. Можно здесь на микроджиг, наверное, ловить, но дно здесь илистое, и как бы контакта с приманкой будет плохо, наверное, ощущаться. Хорошо здесь ловится на разнесенке, на дропшот, там, на отводной поводок. Но я не любитель рыбачить таким образом. Поэтому попробуем на воблерочке. Ага, вон там кто-то кого-то гоняет. Ага, есть первый окушок. Фрикцион затянут. Ха-ха-ха, вот и первый полосатый. Здесь есть и покрупней рыбки. Но мы приехали не за рыбой, а на рыбалочку. Поэтому отпускаем его домой. На ультралайтовый спиннинг по кайфу и таких таскать.
Ну ладно, побежали дальше. Хочу дойти все-таки до заводи. Вот здесь вот прям вот видно куча малька. Пузырится вода. Ну, идет волнение какое-то. Вон они там кишат. Есть, ребята. Кто это? Еще один окушок. Но сорвался. Был чуть-чуть покрупнее. Вроде фрикциончик ослаблен, но порвался он все равно. Может быть, ну посмотрим. Сейчас буду менять воблеры. Риджика попробуем поставить 46-го. Делаю веерный заброс, облавливаю. Нет, все, побежал дальше. Ага, была поклевка. Окуневая опять. Давайте сейчас сделаю еще один забросик здесь и пойдем дальше. Вертушка, может быть, зашла бы здесь хорошо. Хотел взять, ну, планировал как бы, но остались в машине. Машина, в принципе, рядом, но лень идти. Поэтому чисто маленькие воблерки. Все, побежали. Так, ловись, рыбка большая и маленькая. Ага, есть. Есть, ребята. Окушок. Еще один окушочек попался. Все, убежал. Отлично. Клев, конечно, не бешеный. Но, как говорится, в степи жук мясо. Смотрю, еще он там, ребята какие-то подошли. Ну, по-моему, с поплавочной удочкой. Наверное, местные. Так, ну ладно, побежали. Дальше ловись, рыбка большая и маленькая. Вода сильно упала. Вот видно даже по береговой кромке вот здесь вот ушла вода. А так-то вообще вон там раньше была, глубоко здесь. Высыхают, кругом водоемы высыхают.
Здесь в хвосте уже совсем мелко, поэтому сейчас будем переходить на другую сторону, посмотрим, что там. А здесь вот по щиколотку прям глубина. Все высохло. Естественно, местные здесь рыбу не отпускают. И сейчас чем меньше воды, тем больше шансов ее здесь доесть. Вон докуда было вот трава зеленая, там была вода. А сейчас все, заканчивается вода, рыба. Ага. Это, наверное, был щурок. Злая поклевка была на реджа сейчас. 2 потыка было. Клевать категорически не хочет на то, что я предлагаю. Категорически не хочет. Ловись, рыбка. Малая, велика. Ага, есть. Окушок, наверное. Все-таки попался. Или кто это? Щурок, что ли? Щурок. Фу, наконец-то, блин. И попалась местная огромная щука. Ну что, клюет? Да, мелкого кувка одного поймал. Вот, щуку поймал большую. Первая. Щука первая, да, и пару окушков еще. Если это можно назвать щукой. Ну да. Здесь крупная это есть? Мы запускали ее лет 5 назад, наверное, сюда. Должна быть. Так ей, видимо, корму, что ли, хватает. Вчера ходили тоже нифига. Вчера тоже не клюет, да? Не клевал. Я вчера приезжал, думал, ну как, подразнить тоже, 0. И Да. погода, вся рыба, может, так. Может быть. В субботу тоже не особо клевало. Вот на карася ходишь, вот он с утра клюет, а так тоже резинки закинут, а смысла нет. Понятно. Удачи. Ага, всего доброго. Короче, ни у кого не клюет. Ну да. Не, вот единственное, у меня сосед ходил, он, который ходил здесь в Дубах, Ага. он с 4 утра как раз ходил, в пятницу или в четверг, до 3 часов, 2 щучек по 800 грамм вот он поймал, говорил, и от куска одного кладу. Угу. Ну не особо клев-то. Ну да. Ну когда целый был, на него хотя бы под плотиной окунь клевал, на удочку с водой. Есть, ребята, есть. Вот это уже покрупнее. Вот это уже покрупнее.
Ну-ка иди сюда. Опачки. Так, не сломать бы спиннинг. Сейчас дужку открою. Так, что-то у меня тут все запуталось с этими ультралайтами. Как бы не переломать. Иди сюда. Вот такой, ребята, уже покрупнее щурок. Ну, крупнее я и не рассчитывал. В принципе, тут поймать. Но думал вот таких поймать хотя бы штук 5. Но солнце уже садится. А у нас 2 щучки и, по-моему, 2 окушка. Ну все, отпускаем его скорее домой, пускай растет. Местные потом мальчишки его здесь поймают на живца. Сказали. Воблер гипноз от Pantone 21. Это мои головлевые приманки. Просто я подумал, что на них здесь тоже актуально будет поймать окуня некрупного и вот такую некрупную щучку. Что-то кинул, она воткнулась головой в землю и стоит. Все, уплыла. Какая гусеница громадная на меня напала, в шею вцепилась. Ничего себе. Так, ну что, ладно, смещаемся. Время у нас 11 минут 9. Может быть, удастся еще поймать пару таких щурков. Побежали. Ну, почему бы не здесь? Пару забросиков сделаем. Не знаю, слышали вы, не слышали. Местный мальчишка здесь вот рыбачил, поймал одного окушка там на удочку. Сказал, что клев никакущий. То бишь они тут каждый день на этом водоеме бывают. И особо ни у кого не клюет. Но какой-то дядя, с его слов, умудрился поймать здесь на днях 2 щучки аж на 800 грамм. Ну, естественно, их съели. Теперь их здесь нет. Но, может быть, есть другие. Но мы пока не видели. Доводилось мне тут ранее бывать, где-то, может, года 2 назад на вертушку я рыбачил. Ну, видео где-то есть у меня на канале. А товарищ рыбачил на микроджиг. Клевало и у него, и у меня. Как-то все поровну мы там поймали. Ловили с плотины. Клевал стабильно спортивный окунь. Так, ну все, обогнул я всю эту лужу и пришел на место своего старта. Сейчас здесь сделаем несколько забросов и поеду домой. Время без 15, 9 часов. Рыбка клевать не хочет. Не хочет.
Ну что, дорогие друзья, вот подошла к концу рыбалочка на маленькой луже. Удалось поймать несколько небольших рыбок. Ну и не рассчитывал я тут наловить целое ведро или больше. Чисто просто вечерняя рыбалочка. Эта рыбалка была крайняя, как я уже сказал. Следующая рыбалка уже будет на большой воде. В этом сезоне будем активно ловить головля. Поедем и на Джиг в Рязанскую область, там может быть даже на Аку выберемся, порыбачим. Я думаю, что сезон будет интересный. Планирую уделить очень много внимания рыбалке на головля. Надеюсь, он будет клевать лучше, чем в прошлом сезоне. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх-вниз и увидимся на большой воде, на открытии. Пока-пока.